Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. В Чедерлунге сегодня провели экологическое мероприятие по посадке саженцев. В детсады Камрата номер 7 и 8 назначены новые директора. В Кишиневе в Камрате пройдет выставка фотографий. Впервые в Гагаузии среди учащихся 5-8 классов пройдет Олимпиада по гагаузскому языку и литературе. В Чедерлунге провели экологическое мероприятие по посадке саженцев деревьев в парке молодежи, на которое собралось более 200 человек. Работники совместно с учащимися и коллективами образовательных, культурных учреждений города, неравнодушными жителями муниципия, высадили 3000 саженцев деревьев. Участники акции показали отличный пример командной работы. Местные власти Чедерлунги выражают благодарность всем, кто принял участие в важном для города экологическом мероприятии. Общая стоимость проекта 300 тысяч леев, из которых 200 тысяч леев вклад посольства Словакии, 100 тысяч леев финансовая часть примарии муниципии Чедерлунга. В Камрате состоялись последние этапы конкурса на замещение должности директора детского сада номер 7 и номер 8 в муниципии Камрат. В состав конкурсной комиссии вошли представители примарии муниципия Камрат, Главного управления образования ТУ Гагаузия, Территориального совета профсоюзов образования ТУ Гагаузия, дошкольных учреждений. В конкурсе на должности директоров детского сада в муниципии Камрат участвовали 6 претендентов. По итогам конкурса были назначены директора в детский сад номер 7 Вербина Алла, в детский сад номер 8 Коса Мария, сообщается на официальном сайте города. Изменение погоды – это тема, которая беспокоит многих из нас. С переходом на стандартное время или летнее время разговоры в сообществе часто вращаются вокруг того, как это изменение влияет на нашу повседневную жизнь. Многие люди утверждают, что воспользуются этим дополнительным часом, чтобы начать день раньше. Но есть также люди, которые с нетерпением ждут этого дополнительного часа, чтобы побольше поспать. Подробнее в сюжете наших коллег. Ну, спать буду. Недовольна. Знаете, привыкаешь к одному времени, и уже вот это перемены эти. Сейчас хорошо на час больше, а весной на час меньше. И некомфортно. Сейчас facem, lucrăm. А что будем? Я пенсионер, буду отдыхать. Asta mă scol dimineața și mă mai sculam. Noi bătrânii n-avem somn, ne sculăm dimineața, schimbă ora, că nu schimbă. Ну, как сказать, для меня это привычно, но для детей нет. Потому что у меня школьники, и ему, к сожалению, будет тяжеловато. Он когда даже сейчас просыпается, он говорит: мама, что еще темно, школа, ночь, я хочу еще поспать. Поэтому, да, для детей сложнее. Ну и родителям подстраиваться. Asta scol mai dimineața. Cred că așa și mai bine. Mă scol mai dimineață, să ajung tot în prima zi, simt pe urmă, nu simt de rău. Nu mă afectează nici nu. Лишнего времени не бывает. Da, și nu-s mulțumită. De atâta. Și organismul și orice caz, mai bine când ar fi numai așa cum trebuie, cum era înainte. Nu depinde și ce ori. Cam greu să fie, dar să ne deprindem și să o ducem, dar foarte bine. Cu atâta și timpul lecției să mai întind și la lucru și la muncă să ne mai deprinde și să faci copilașii noștri. Foarte bine. Dacă la pensionerie mai împletim, mai coasăm, mai citim. E primul timp, știți cum, o săptămână el tot, organismul s-a dat cu ora aceea, dar pe parte e bine. O oră dimineața avem în plusul nostru. Nu e normal. Ar fi o oră, cum de pildă dimineața e dimineața, dar seara e seara. Nu poți să fie seara dimineața, dar dimineața seara. O oră în plus nu poate fi. E ori așa, omul care lucrează, el nu are importanță cu ora aceea, el așa o folosește. Oare privim televizorul, ori
luptăm în șahmate. Nu da, organismul se învață cu o oră și când dă iară să te scoli, dar nu e și maghina și să nu schimbi. Noi ne-am deprins așa și ne trezim la ora asta. Ori să te duci dimineață cu o oră noaptea, ori să te duci seara, tot noaptea te duci acasă de la lucru. Nu mă afectează pentru că sunt deprins atâția ani. Pe mine nici o... Nu atâția ani suntem deprinși la așa ceva. Tineretul mai greu scoală, dar noi suntem deprinși cu noaptea în cap. Noi trăim la țară, dar la țară este de muncă tare mult. Animale, gospodărie și așa. Chiar și atunci când se înserează mai devreme? Da, se înserează, dar tot pe târziu trebuie să faci lucruri care trebuiește, așa că timp liber nu-i. Плохо. Почему? Ну, неудобно. Я уже давно об этом думаю, что это очень неудобно. Во-первых, сразу начинает не то состояние, время, то все. Все меняется. Очень неудобно. Для меня неудобно, не знаю, как для других. В Кишиневе и в Камрате пройдет выставка фотографий победителей самого престижного конкурса среди фотографов World Press Photo. В экспозицию вошли лучшие фотографии, сделанные в мире в 2022 году. В Кишиневе выставка откроется 16 ноября в Национальном музее истории и будет работать до 6 декабря. В Камрате фотовыставку откроют 23 ноября в Государственном университете. Посетить ее можно будет до 13 декабря. В этом году в конкурсе World Press Photo участвовали более 60 тысяч фотографий и более 3700 фотографов из 127 стран. Главную награду получил украинский фотограф Евгений Малолетко. В номинации «Фотография года» победил его снимок из роддома в Мариуполе, который обстреляла российская армия. На фотографии 32-летняя Ирина Калинина, которую выносили на носилках из попавшего под обстрел роддома. Позже ее ребенок родился мертвым, а сама она умрет через полчаса после родов. В номинации «Фото. История года» победил датский фотограф Матс Ниссен. Среди них фото 15-летнего мальчика, который был вынужден за $3500 продать почку для пересадки в США, чтобы его семья не умерла от голода. Впервые в Гагаузии среди учащихся 5-8 классов пройдет Олимпиада по гагаузскому языку и литературе. Решение о проведении образовательного конкурса принято Главным управлением образования Гагаузии. Олимпиада пройдет в 2 этапа. Первый этап на школьном уровне среди учащихся 5-8 классов. Второй этап – региональная олимпиада. К участию в региональной олимпиаде по гагаузскому языку будут допущены победители школьных олимпиад по рейтингу баллов. Олимпиады по предмету гагаузский язык и литература на школьном уровне будут проведены в период с 13 по 17 ноября. Призеры региональной олимпиады в гимназическом цикле награждаются грамотами Главного управления образования Гагаузии и денежными премиями. Основные цели проведения олимпиады в гимназическом цикле – развитие способностей и талантов учащихся с целью создания и развития будущего потенциала Гагаузии, выявление, поощрение и продвижение учащихся в гимназическом образовании, имеющих особые способности и склонности к предмету гагаузский язык и литература, поддержка и развитие интереса учащихся к более качественному изучению гагаузского языка, создание благоприятных условий для общения учащихся из разных населенных пунктов Гагаузии, поддержка и поощрение педагогов в работе с учащимися, способными к высоким достижениям по предмету гагаузский язык и литература. Это были все новости на канале АТВ с Еленой Янак. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши социальные сети Facebook, Instagram, ВК, TikTok, Одноклассники, сайт atv.md. До скорых встреч! Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха.